бы поблагодарить пресс-службу Верховного суда за оперативность, за понимание и просто за человеческие взаимоотношения. Мы встречаемся накануне профессионального праздника нашего журналистского, и это, конечно, накладывает отпечаток, поскольку в этот день нас все обычно хвалят за то, за что весь год ругают, за нашу въедливость, за наше желание узнать что-то, чего другие скрывают, за какую-то требовательность излишнюю, возможно. Вот, поэтому настроение в связи с этим оно такое нормальное, рабочее, боевое. Ал енді біздің жоғарғы сот басшысы Жақып Асанов мырза, оған дейінгі де басшылар жыл сайын бұл дәстүрлі мерекені ұмытқан емес. Осы әріптестерімізді шақырып, марапатын жасап, құттықтау жасап, солай қолдау білдіріп келе жатыр. Әріптестік байланысымыз арта берсін, мереке құтты болсын. Верховный суд по-настоящему открыт не только для прессы, а для всего народа. Мы сюда заходим спокойно, держа с собой сотовые телефоны, смартфоны. Это еще раз говорит о транспарентности, и нас, как журналистов, это, конечно же, подкупает. Очень приятно то, что руководство Верховного суда уделяет большое внимание средствам массовой информации и профессиональным журналистам, профессиональному сообществу, понимает, насколько важно сотрудничество, потому что справедливые суды – это основа независимости. Когда у граждан страны есть доверие к судам, это говорит о стойкости государства, о силе государства. И мне нравятся те реформы, которые происходят в последнее время, они, конечно же, идут всем нам на пользу. Уважаемые журналисты, во-первых, большое спасибо за то, что нашли возможность, приняли наше приглашение. Вот такая встреча уже становится доброй традицией. Мы с удовольствием готовимся, с волнением, нетерпением, ждем вас. Это прекрасная возможность высказать вам благодарность за вашу огромную работу. Вот. Благодаря вашему мастерству люди узнают обо всем, что делается в стране. С большим удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником. Со многими из вас мы часто встречаемся на различных форумах, обсуждаем в социальных сетях различные вопросы на правоприменение, а также деятельности правоохранительных и судебных органов в целом. Верховный суд – это та структура, в которой видны реформы всем. То есть, если есть другие там в правительстве и так далее органы, которые говорят о реформах, а вот Верховный суд – это то, что все видят эти реформы. Это вот как раз оправдательные приговоры. Почему мы пишем о людях, которые попали в такую ситуацию? Не для того, чтобы популярность газеты росла и так далее. Но просто действительно, когда сталкиваешься, люди приходят, рассказывают. Вот раньше такое было практически невозможно. А вот в последнее время оправдательные приговоры – это то, что действительно показывает, что вот Верховный суд из всех силовых структур самый прогрессивный. Хотя не знаю, можно ли называть силовой структурой, но это та структура, которая действительно несет справедливость. Құрметті Жақып Қажманұлы, бізді шақырып, елорда төріне шығарып, ілтипат білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет. Бұл мен үшін, менің ұжымым үшін үлкен мәртебе.